Правительству Коми удалось вывести понимание перспективы развития моногородов Воркуты и Инты на новый уровень. Об этом рассказал глава Коми по итогам совместного с министром энергетики России посещения заполярного города. Николай Шульгинов и Владимир Уйба запустили модернизированную ТЭЦ-2, а также ознакомились с работой компании угледобывающего предприятия не только в теории, но и на практике. Соблюдая все требования безопасности, спустились в шахту. Ольга Коняева продолжит. О промышленных запасах и техническом оснащении визит на угледобывающее предприятие начинается с обсуждения не только настоящего, но и будущего угольной отрасли, как одной из точек роста арктической зоны. С отработкой воркутинского угля министру Николаю Шульгинову предлагают ознакомиться прямо в забое. Конечно, только после инструктажа по технике безопасности и проверки изолирующего самоспасателя. Без него вход в шахту запрещен. Надевается на нос, а потом, чтобы не работал нос, так. Берем загорник, выдыхаем туда. Выдыхаем. Все, и начинаем дышать. Спуск по вентиляционному стволу номер 4 на шахте Заполярной – это самый свежий промышленный объект, введен в эксплуатацию в 2020-м. Новая лава оснащена современным очистным комплексом. Федерального министра и главу Коми ведут по шахте, как происходит выработка угольного массива, какое оборудование в работе и как добытая масса выдается на гора. Все это они видят своими глазами. Сюда заходит уголь. Вот это вот дальше, ребята, ставят. Это дробилка. Там стоит вал шестеренка, которая измельчает, чтобы потом где-то проблем не было на пересыпе. И вся эта горная масса падает уже на ленту. И потом пошла по лентам, по пересыпам уже до самой поверхности. Угольная промышленность всегда была главной кормилицей Воркуты. Глава Коми не раз подчеркивал, градообразующее предприятие будет и дальше работать и развиваться, как и сам город. Новая страница в истории Заполярья уже открыта. Это означает, что регион не забыт. Раз условия создаются, значит, регион будет жить. В Воркуте 12 инвесторов в очереди на статус резидента. 3 проекта, не связанных с добычей угля, уже в действии. Не отстает и приполярная Инта. Уже 2 очень мощных проекта. Уже туда вложили инвесторы более 200 миллионов рублей. А это все за полгода. И создали более 280 рабочих мест. Для Инты, повторяю, которая с 2018 года не имела ни одного градообразующего нового предприятия, это крайне важно. До 1 марта следующего года Коми должна защитить план по социально-экономическому развитию региона на федеральном уровне. И судьба 2 северных городов, Воркуты и Инты, в этом документе будет тоже четко прописана. Первые шаги к новой жизни уже сделаны. Ольга Коняева, Кирилл Нифонтов, телеканал Юрган.